Новый учебный год в Коми начнется в очном формате, но в новых условиях, которые диктует пандемия. Главная задача – обезопасить детей. Причем для малокомплектных школ будет действовать один алгоритм исполнения требований Роспотребнадзора, а для больших школ, где 1500 детей учатся в 2 смены, совершенно другой. Сегодня каждая образовательная организация должна определиться, как организовать встречу детей, рассадить их в классе, определить временной интервал обучения и даже посещения столовой. Кстати, педагогам и детям, по словам министра, не обязательно носить маски и перчатки. Это требование коснется только сотрудников пищеблока. Мы закупили необходимое оборудование, рециркуляторы и бесконтактный термометр, когда мы проводили единый государственный экзамен. И вообще единый государственный экзамен, у нас же были очень массовые предметы, мы отработали некоторые механизмы, и как входить, и как держать дистанцию. Но здесь, конечно, такая консолидированная ответственность всех, не только сотрудников школ, детских садов, но и родителей самих детей. Несмотря на карантинные ограничения, отрасль не стоит на месте. Идет активная реализация национальных проектов. В Коми строятся школы, детские сады, развивается дополнительное образование. Еще один кванториум – центр дополнительного образования для детей. В сентябре откроет свои двери в Ухте. А в образовательных учреждениях республики откроются 42 точки роста. Новое направление появилось и в школьной учебной программе. Для старшеклассников возвращают профессиональное обучение. В свое время это была прекрасная и хорошо зарекомендовавшая себя практика, которую мы точно будем развивать, и не на словах, а на деле. И уже в этом году в 14 районах школьники старших классов смогут пройти профобучение. Крайне важно нам с вами сформировать такие условия, чтобы дети уже со школьной скамьи задумывались о своей будущей трудовой деятельности и пробовали себя в разных направлениях. Классным руководителям с 1 сентября будут доплачивать по 5000 рублей. По словам министра образования Коми, с учетом северных, в среднем сумма по региону составит около 8000. Кстати, сегодня на уровне республики разработан проект, который будет сопровождать и обучать классного руководителя, как правильно воспитывать в школьнике гражданственность. Сегодня в центре нашего внимания это воспитание гражданственности. Это нацелено на то, чтобы наши дети понимали, что они живут как граждане Российской Федерации в нашей республике. А с другой стороны, это новые формы и методы работы с нашими детьми. Это организация и индустриальных гостиной, и различных флешмобов. Это работа и с родителями в рамках других форм и методов. Обучение прошли уже 350 классных руководителей. Сам проект рассчитан на 3 года, а после обучаемых ждет еще и своего рода экзамен. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.